Слово для выступления предоставляется представителю службы исполнения наказания при Министерстве юстиции Термечикову Бахатбеку Шакировичу. Уважаемые судьи, служба исполнения наказания на ходатайство адвоката Мацакова о проверке конституционной статьи 432 УПК Кыргызской Республики считает, что в части 3 статьи 432 УПК действительно не имеется ссылки на пункт 14 статьи 431 УПК по вопросам зачета времени содержания под стражей в соответствии со статьями 80 и Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Тем самым неясно, каким судом решаются указанные вопросы. Данное обстоятельство является проблемой законодательства согласно статьи 2 Закона о Кыргызской нормативно-правовых актах. Одновременно отмечаем, что в соответствии со статьей 354 УПК Кыргызской Республики решение о зачете временного содержания под стражей, если обвиняемый до постановления приговора был задержан или к нему применялись меры пресечения в виде заключения под стражей, домашний арест или помещался в писательское учреждение, принимается судом, чем производство будет находиться уголовное дело. В связи с вышеизложенным предлагаем внести соответствующие изменения в части 3 статьи 432 УПК с возложением функций применения зачета времени предварительного содержания под стражей на суду, расположенном по месту отбывания наказания, по ходатайству осужденного или защитника. Такое наша позиция была.